утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Но, как сказали бы многие, наконец-то пятница. На календаре 3 декабря. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Почему актеры из Центральной России приезжают к нам в Якутию, чтобы сняться в якутском кино? Об этом сегодня мы поговорим с актером театра и кино Андреем Фоминым. Мы ждем его в гости. Также артисты цирка расскажут о новом грандиозном событии, которое готовит для нас Государственный цирк Республики Саха-Якутия. Расскажем и поделимся, как можно с пользой и очень интересно провести эти выходные. Ну и, конечно же, очередному кулинарному шедевру вас научит Андрей Мустяце. Ну и, конечно же, вас ждут ваши любимые и наши постоянные рубрики. Так что, друзья, давайте участвовать вместе с нами в эфире. Помогайте нам его создавать по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Делитесь планами на выходные, рассказывайте, как прошла ваша рабочая неделя, а также поделитесь с нами впечатлениями. Появилось ли у вас новогоднее настроение? Ну и, друзья, напоминаем нашу страницу в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. А если по какой-то причине вы не можете смотреть нас в прямом эфире, на нашем YouTube-канале Як-24 вы всегда можете посмотреть в повторе. Ну и по традиции мы начинаем с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 32-34 градуса со знаком минус. В заречной группе Улусов теплее всего в мае, минус 29 в это утро. В Итыкюле заморозки, минус 45. В Южной Якутии минус 28, в Вилюйской группе 39-42 ниже 0, в Нижнеленских 40-41 со знаком минус. В западных 33-37, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 20, минус 40. В Янских холодно. Батагай-Алыта минус 42 градуса. В Батагае в минус 50. На северо-западе 38-45 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 30 градусов со знаком минус, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-северо-западный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем 29-31 мороза. Ежегодно 3 декабря в России отмечается День юриста. Мы поздравляем всех юристов с профессиональным праздником. Ну и, конечно же, исторически профессия юриста в России она считается очень престижной и в то же время ответственной. А с другой стороны, можно сказать, если у вас нет хорошего юриста, да, то вы счастливый человек. Вот. Но, тем не менее, если будут какие-то, конечно же, проблемы, юристы всегда придут на помощь. Ну а дата 3 декабря для праздника была выбрана не случайно. Дело в том, что в этот день, в 1864 году, в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Об этом и других событиях в сегодняшний день, 3 декабря, мы узнаем в нашей постоянной рубрике. На календаре 3 декабря. Сегодня отмечают Всемирный день компьютерной графики, День неизвестного солдата, День юриста, Международный день инвалидов, Международный день борьбы с пестицидами. По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха. В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов. К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами. Считалось, что дети, рожденные в этот день, становились хорошими мастерами. События в этот день. В Англию из Колумбии впервые был завезен картофель. Была основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. В 1966 году у Кремлевской стены были погребены останки неизвестного солдата.
В госпитале Грудшут, ЮАР, проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Профессор Кристиан Барнард трансплантировал сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному. В 1992 году было отправлено первое СМС-сообщение. Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года. В этот день родились Роланд Хилл, английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты. Михаил Кошкин, советский конструктор танков. Нино Ротта, итальянский композитор. Нина Дорошина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath. Джулианна Мур, американская актриса, лауреат премии «Оскар». Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Иларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вальдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр, Азат, Фёкла, Татьяна, Анна. Якутский кинематограф уже давным-давно стал настоящим брендом наряду с морозами и бриллиантами. Якутские картины показывают не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. А количество наград, которые получили наши кинематографисты, кажется, невозможно посчитать. Ну и еще одним из больших достижений якутского кино нужно считать тот факт, что сниматься в нем приезжают столичные актеры. В новом фильме «Айта» режиссера Степана Бурнашова одну из главных ролей исполняет актер театра и кино Андрей Фомин. И сегодня Андрей – гость нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Расскажите, как ваши дороги пересеклись со Степаном Бурнашовым и как вы попали в якутское кино? В 2020 году мой фильм с моим участием участвовал в конкурсе «Окно в Европу», и там участвовал фильм Степана Бурнашова. Вот, и мы боролись за главный приз, и выиграл его Степан. Выиграл его Степан, и я чуть позже увидел его фильм, и сам ему написал. Сказал, что хочу с вами работать. Просто Вы можете я рассказать, что за картина вас впечатлила? Это картина «Черный снег». Хар-хар. Да. И меня действительно удивило, я очень мало что знал о Якутии, живя в Москве. Ну, как-то знал там какие-то элементарные вещи, но не углублялся настолько в кинематограф. И когда я посмотрел это кино, я подумал, что это у нас, как так? У меня вообще отпали вопросы, почему мы не выиграли. Удивительно, то есть я настолько подумал, что это такой характер, такой дух, что-то абсолютно новое, не здешнее. Я такого никогда не чувствовал. Эмоциональное кино, оно в меня очень сильно попало. И спустя год я увидел, что Степан собирает новую команду. И я ему написал, сказал, я готов работать, готов писать пробы. И мы дистанционно работали. Я выполнял какие-то задания, которые он мне присылал. И по итогу он меня утвердил и прислал сценарий мне. Здорово. Скажите, вот понятно, что якутское кино вас впечатлило, а вот последние годы тоже есть такое словосочетание «феномен якутского кино». Как думаете, в чем вот он заключается? Вот я сейчас хожу на кинофестиваль короткого кино «Республика кино» и даже пытаюсь понять, как сами народ Саха думает вот как бы об этом, потому что у меня есть как бы свое мнение, но мне хочется понять, как оно внутри реализовывается. И есть ощущение, что это кино, когда мне так кажется, что феномен в том, что это на пустом месте может создаться какое-то настоящее произведение искусства, просто как будто бы из подручных средств. И так как я участник уже процесса, да, я видел, как работают люди, как они помогают друг другу, как они друг за друга горой, они просто пытаются друг другу помочь. Нет никаких разграничений, художник ты, гример ты, все друг другу помогают.
это удивительно. То есть, То есть работают как единое целое. да, как единое целое какое-то. Ну и прежде всего, мне кажется, идея. То есть, может быть, так развита фантазия. Я вот все думаю, Алан Хо и все вот эти истории, да, когда эпос рассказывали, да, ну я так думаю, ну холодно, наверное, что еще делать в то время? Ну как-то, видимо, работает фантазия, что ли. То есть прежде всего идея и вот, как сказать, из малобюджетного кино можно сделать большое искусство. И это удивительно. Мне кажется, вот где-то близко вот к этому, что идея и за счет каких-то средств своей фантазии и воплощения просто элементарной камеры можно снять целое произведение искусства. И это уже доказано, и, мне кажется, принято всем, что сегодня абсолютный бум якутского кино. То есть об этом говорят все. Ну, то, что наши земляки воспринимают хорошо картины якутского кинематографа, это понятно. Это о нас, это про нас. Но уже есть чем гордиться, потому что наши кинофильмы якутских наших режиссеров занимают награды далеко за пределами вообще России. Вот как вы считаете, почему критикам нравится? А потому что это международный язык. Это не только же как о Якутии, да, или о якутском народе. Мне кажется, что дело в том, что рассказываются истории, которые понятны везде, в любой точке мира. Это прежде всего про человека. Это прежде всего про понимание того, кто мы, для чего мы здесь. И мне кажется, якутское кино об этом очень хорошо задумывается. И поэтому, мне кажется, оно популярно будет дальше во всем мире. И оно же развивается. И в какое-то ближайшее время, я думаю, будут еще результаты, еще больше. Потому что кажется, что выходит это кино на мировой уровень. Его могут понять и в Австралии, и в Японии. Удивительная, правда, здесь ничего не скажешь. Удивительный кинематограф. Андрей, а какие еще фильмы вы могли отметить из якутского кинематографа? Сейчас я скажу. Ну, во-первых, я, конечно, посмотрел все Степана фильмы. Бурнашова Степана, я посмотрел все его фильмы. Я смотрел... Расскажите про сюжет, мы вам подскажем. Нет, подождите, нет, я просто думаю, а какие фильмы отметить. Мне не хочется кого-то обидеть. Это действительно сложный вопрос. Да, это сложный вопрос, потому что, например, да, я смотрел «Пугало» Дмитрия Давыдова, да, мы все знаем, что это победитель Кинотавра и еще каких-то фестивалей. Вот совсем недавно я знаю, что у них начался прокат в Эстонии, и прокат был во Франции. Картину хорошо принимают по всему миру. Это вот доказательство того, что это международное кино, не только якутское, а как бы его понимают везде. Потом, наверное, «Надо мной солнце не садится». Что я еще видел? Я увидел вчера у Мункуева «Короткий метр» на фестивале. Прекрасная работа, идеальная, мне кажется. Называется она «Айтал». Скажите, а вот можно, наверное, перейти к вашей работе, да? Да. Фильм «Айта». Можете рассказать про эту историю? Ну, мне не хочется, конечно, спойлерить заранее и рассказывать весь сюжет. Наверное, это было бы неправильно. Но это история основана на реальных событиях. И что я могу сказать о том, что это, знаете, вот люди нас любят почему-то додумывать всегда. И сегодня век технологий, век современный, да, современных технологий, интернета, социальной сети. Как человек очень можно быстро забулить, можно... Это темы такие поднятые, очень серьезные. То есть острые и актуальные Да, в нынешнее время. да, в нынешнее время, как бы, когда нет каких-то фактов, да, человек, у нас фантазия у всех очень бурная, и мы порою откликаемся на ложную информацию и выдаем ее даже порой за свою какую-то некую, да, непроверенные источники. И мне кажется, это близко к этому, что как сегодня можно
уйти вообще не туда, благодаря тому, что ты что-то прочел, что-то услышал. То есть, наверное, где-то вот об этом это. А вообще происходит это в якутском просто Улусе. История в полиции связана. Я играл полицейского. Язык будет и русский, и якутский. После этого будете еще сниматься в Якутске, работать с нашими кинематографами? Да, мне очень бы хотелось. Мне даже поступили предложения уже. Я их с удовольствием рассматриваю. Ну, так как у всех какие-то есть планы, у меня тоже есть планы и в Москве, и в театре, и в кино. Ну, ближайшее, то, что я обсуждаю, это 2023 год. Ну, а мы будем с нетерпением ждать фильма «Айта». Ну и, конечно, желаем вам дальнейших успехов. И будем надеяться, что это наше не последнее сотрудничество. Спасибо большое. Очень Спасибо, приятно. Андрей. Ну, а мы двигаемся далее. В 2022 году зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся на 6%. На эти цели в республиканском бюджете заложено 5,5 миллиардов рублей. Подробнее об этом расскажет наш новостной обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. В эфире новости. В госбюджете Якутии на 2022 год предусмотрены средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на повышение минимального размера оплаты труда. Общая сумма средств на эти цели составит около 5,5 миллиардов рублей. Министр финансов Якутии Валерий Жандоров отметил, что обеспечение повышения заработной платы – один из приоритетных вопросов. Он также сообщил, что повышение заработной платы для них произойдет в 2 этапа. По итогам 2022 года оплата бюджетных работников повысится на 6%. На эти цели в госбюджете республики предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Также предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда. Также увеличение заработной платы на 6% в течение следующего года ожидает так называемую прочую категорию бюджетных работников. На сегодня это самая незащищенная ее часть, не вошедшая ни в одну из госпрограмм. Такое повышение станет возможным благодаря тому, что на предстоящий год сформирован самый большой по объемам собственных доходов бюджет республики. Так, объем госбюджета на 2020 прогнозируется в сумме более 250 миллиардов рублей. Связано это прежде всего с ростом экономики республики, а также с существенным ростом налоговых доходов. Все остальные попали в указ президента Российской Федерации. Они ежегодно увеличиваем, мы регулярно увеличиваем заработную плату для этих категорий. А вот прочие категории, они самые незащищенные. К ним относятся технические работники наших бюджетных учреждений, но к ним также относятся и люди с высшим образованием, которые вместе трудятся в этих трудовых коллективах. Это социальные педагоги, медицинские техники и так далее. Нам удалось при принятии бюджета спланировать таким образом, что им в течение года будет увеличена заработная плата где-то порядка на 6%. Это не очень много, к сожалению, но тем не менее хоть какое-то увеличение есть, мы будем дальше работать. В Якутии выделят более 496 миллионов рублей из федерального бюджета на противопаводковые объекты. Впервые за последние 10 лет средства выделят на капитальное строительство и ремонт гидротехнических сооружений и на берегоукрепительные работы на территории республики. В числе первых претендентов на финансирование из федерального бюджета берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск. Второй проект – капитальный ремонт водохранилища Юрюнг-Кёль в Чурапчинском улусе. Также в финансировании на ремонт нуждается водохранилище Читчеме-Маралай села Мугудай Чурапчинского улуса. В Якутске продолжает работу форум Дальневосточного федерального округа «Государственное управление про людей-2021». Поддержку проекту оказало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Участие приняло более 300 человек, в том числе и представители всех субъектов округа и Центра управления и правительства регионов. Цель форума – поделиться успешными и современными практиками государственного управления и распространить их в своих регионах. Центры управления регионов, региональные проектные офисы сегодня так или иначе являются либо фронт-офисами, либо внутри системы работают. И вся эта работа нацелена на людей, на то, чтобы сервисы, услуги, жизнь на территории была лучше.
Одна из тем нашего форума как раз управленческие инструменты. Мы смотрим, обмениваемся лучшими практиками, изучаем, какие инструменты помогают принимать решения в условиях неопределенности. Вот вчера мы даже потренировались немножко с командами, и каждой команде была поставлена задача за короткое время, буквально за 20 минут, выработать решения, которые они считают оптимальными. Вот, поэтому вот именно такие инструменты сейчас очень востребованы. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. У нас сегодня пятница, 3 декабря, и впереди интересные выходные. С самого утра мы начинаем поднимать вам настроение тем, что целых 2 выходных ждет нас впереди. Ну и многие, я думаю, уже запланировали, как они проведут эти дни. Кто-то, может быть, запланировал какой-то отдых с семьей. Может быть, кто-то проведет генеральную уборку или просто проваляется в постели, будет смотреть сериалы, ну или будет обнимать любимого кота. У всех варианты разные. Да, но у меня для вас есть небольшой рассказ о том, как я в прошлые выходные со своим хорошим знакомым сделал такую небольшую прогулку по сопкам. Но сначала я думал, что это просто небольшая такая тихая прогулка. Оказалось совсем не так. Давайте посмотрим. Доброе утро, друзья! Сегодня мы вам расскажем об одном из интересных видов активного отдыха. Можно даже сказать, что это не активный отдых, а больше даже как тренировка. Для меня это как пеший тур по Мурану. То есть я уже вот вторую зиму так хожу на каждые выходные. До минус 40, до минус 45 бывает хожу. Потому что сегодня очень тепло, даже, так сказать, жарко, да? В минус 35-40, вот это, весь кайф в этом. И для меня вот это идет как, тренировка и вообще как бы единение с природой, вот это все. Чем дома лежать в воскресенье утром, в основном нечего делать, поэтому для меня это уже как бы традиция. Сам маршрут достаточно короткий, но в то же время интенсивный. Его можно разделить на 3 этапа. Первый этап – это подъем по склону. По моим ощущениям, угол подъема иногда был больше 45 градусов. Так, друзья, что где-то 2/3 пути пройдено. Вот. Для меня это большой шаг. Вот, а сейчас Григорий покажет свой основной темп подъема. Вот с такой скоростью обычно Григорий поднимается на самую высокую точку в районе города Якутска и делает только 2 остановки на небольшой отдых. Сложность подъема по заснеженному склону заключается в том, что в любой момент можно соскользнуть назад, причем нужно постоянно быть очень осторожным. Второй этап – это пешая прогулка по вершине. Здесь можно немного передохнуть, насладиться красивым видом и подышать свежим морозным воздухом. Когда идешь, когда поднимаешься, да, там единение с природой, что ли, ты морально отдыхаешь, психологически. Вообще, скорее всего, мне кажется, такой маршрут надо в одиночестве делать. Да. Вот. Значит. И третий этап – это очень динамичный спуск, который можно посоветовать не всем. И спускаться нужно с большой осторожностью. У меня, например, случился казус. Я спускался на пенке, которая не сильно скользила, что было приемлемо для первого спуска. Но в какой-то момент пенка вылетела, и я очень сильно ускорился. Где парашют? Еще раз хотелось бы пожелать всем бодрого утра, отличного начала дня. Ну и, конечно, будьте всегда здоровы и на позитиве. Ну что, да, вот такая рекомендация, как активно провести выходные. Полина, а к какому типу относишься ты? К активному или к такому более умеренному отдыху? Все зависит от того, как прошла моя рабочая неделя. Но вот конкретно про выходные прошлой недели я могу сказать, что я открыла глаза, и это было самое большое усилие. Потому что в рамках программы «Испытано на себе» в пятницу у меня была тоже очень интенсивная тренировка. Испытано на себе.
тебя тоже, можно сказать, по кадрам была очень активная тренировка. Очень активно. Ну, а для того, чтобы быстро и хорошо восстановиться после пешей прогулки или после интенсивной тренировки на единоборствах, друзья, самое важное, самое главное, что приведет вас быстро в чувство и зарядит бодростью и энергией, это, конечно же, вкусный, полезный завтрак. И готовить мы сегодня будем его с нашим шеф-поваром Андреем Мустяце. Всем доброе утро! Сегодня приготовим вкусный и полезный завтрак, такой как яичная пицца. Ну что, приступим к приготовлению. Для начала поставим сковороду на плиту на средний огонь. В миску разбиваем 2 яйца. Наливаем немного молока. И наш лаваш нарезаем кубиками. Это будет нашей основой для пиццы. Добавляем в нашу яично-молочную смесь. Так, солим слегка, перчим и перемешиваем. Даем постоять буквально пару минут, чтобы наш лавашек пропитался. А тем временем на небольшом количестве масла начнем обжаривать нашу грудиночку. Выкладываем ее красивенько на сковородочке, как будто бы мы уже собираем нашу пиццу. Все, бекончик наш жарится. И сейчас уже можно выливать вот эту вот смесь прям поверху бекона. Так, немного разравниваем. Ставим минимальный огонь. И накрываем крышечкой. Так, пока это все обжаривается, нарежем помидор. Такими вот полукольцами. Ждем буквально пару минут. Наша основа для пиццы поджарилась. Настало время ее перевернуть. И выкладываем наши ломтики помидоров. Посыпаем тертым сыром. Если кто-то желает основу вот эту для пиццы, можно смазать томатным соусом, тоже будет очень вкусно. Ну или кетчупом на крайний случай. Так, все, накрыли крышкой и ждем буквально 1-2 минуты, пока сырок у нас расплавится. И можно будет подавать. Так, итак, наша пицца готова. Выкладываем ее на тарелку. Украшаем рукколой. И поливаем оливковым маслом. Итак, наш вкусный, сытный, полезный завтрак готов. А я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Благодарим Андрея за очень интересный рецепт. И Главное, желаем простое всем доброго такое, утра. да. И если, друзья, прямо сейчас вы приступили к завтраку, то мы еще и желаем вам приятного аппетита. Ну, а у нас есть еще одно хорошее, полезное для вас предложение. Если вы не знаете, что запланировать на эти выходные, предлагаю вам сходить в кино. А что мы там увидим, узнаем далее. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Сегодня в прокат выходит «Дом Гуччи», фильм Ридли Скотта, автора таких шедевров, как «Чужой», «Бегущий по лезвию» 1982 года и «Марсианин». Картина обещает зрителям полное погружение в атмосферу модного дома. Сюжет фильма завязан на убийстве главы модного дома Маурицио Гуччи, произошедшем в 1995 году. Так что нас ждет запутанная детективная история о предательствах, интригах и любви. Лимит доверия зрителей к режиссеру остается огромным, и мы ожидаем зрелище поистине привлекательное. Зрителю предстоит сформировать о картине собственное мнение.
I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Mom, what kind of scientist was Grandpa? Также в большой прокат выходят «Охотники за привидениями. Наследники». Продолжение культовой франшизы от продюсера Айвана Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок, двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями. И их дедушка оставил им загадочное наследство. Во второй части бороться с потусторонней нечистью будут дети. Легкий фильм с ноткой ностальгии и неплохим юмором будет отличным поводом для семейного похода в кино. I love this car. Охрана! Человек из окна выпал. Петрович – художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта. Решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской высотки, он делает последний шаг в бездну, но приземляется на новенький БМВ циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика. Чудом выжив, безработный теперь обязан вернуть стоимость разбитого бумера – 10 миллионов. Прощать других не в правилах Эдика, но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе в фирму креативным директором. Он еще не знает, что все повернется самым неожиданным образом. Ведь у Вселенной, как известно, отличное чувство юмора. Он бомж-суицидник, я его спас. Декабрь, 41 год. Северо-западный фронт. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева сбит вражескими истребителями, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади. Комлеву удалось выжить в воздушном бою, однако испытания только начинаются. Раненый летчик отправляется в тяжелый путь к спасению. Превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению. Да, ну вот такие вот разнообразные кино составляют кинотеатры на эти выходные. Но я думаю, что помимо кинотеатров можно сходить также и в музеи. Кстати, друзья, давно ли вы там были? Если очень давно, то эти выходные можно провести культурно. Обратите внимание на картину Тимофея Степанова «Три мира». А подробности мы расскажем далее. К декаде Олонхо. Сегодня мы поговорим о замечательной картине художника Тимофея Степанова «Три мира». Эта картина написана в 1979 году, и она рассказывает нам об удивительном мире якутского эпоса Олонхо. Якутский эпос Олонхо относится к позднеродовому периоду. В эпосе существует три мира. Уйхедойду – верхний мир, Ортодойду – средний мир и Алларадойду – нижний мир. Средний мир населяют люди, животные и итчи. Итчи – это духи. У каждого предмета, у каждого явления есть итчи. По представлению Олонхо, в нижнем мире существовали злые чудовища, абага, которые противостояли жителям среднего мира. А верхний мир, Уйхедойду, населяли божества, сон божеств и самый главный Үрүм Аяр Тойон. На картине художника Тимофея Степанова мы видим замечательное, прекрасное дерево Ал-Лукмас и богиню Ан Алахчин Хотун. Она изображена в центре. Когда богатыри отправляются на битву с жителями Нижнего мира, то они просят благословения у Ан Алахчин Хотун. И она всегда относится к добру и наделяет силой
волей и всеми хорошими качествами богатыря. В некоторых эпизодах Олонхо дерево Ал-Лукмас описывается по-разному. Здесь мы видим, что его вершина уходит в верхний мир, а в некоторых историях описывается, что его вершина уходит в верхний мир, делает дугу, возвращается в средний, и с его кончика на мир падает животворящая влага. Также в среднем мире живут люди, которые занимаются в основном коневодством. Особо выделены в мире людей такие люди, как кузнецы, которые занимаются кузнечным ремеслом и куют оружие и орудия труда. Рыболовство и охота в позднеродовом общинах, оно не так ярко выделено. Ими герой обычно занимается в начале своего жизненного пути. Вот такая замечательная картина художника Тимофея Степанова. Доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с нами, а также тем, кто только присоединился. Друзья, это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас пятница, 3 декабря. Ну а федеральный центр кратно увеличит финансирование на борьбу и профилактику лесных пожаров и передаст республике часть полномочий по авиалесоохране. Об этом и других новостях давайте послушаем нашего новостного обозревателя Ивана Лазаренко. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. В эфире новости. Бюджет республики, принятый во втором и окончательном чтении, сбалансирован и предусматривает все сферы жизни, в том числе и экологическую составляющую нашей республики. Так, со стороны федерального центра кратно увеличено финансирование на борьбу и профилактику лесных пожаров. Также в планах перевести часть полномочий по авиалесоохране, что значительно снимет нагрузку с республиканской казны. Кроме того, в Якутии успешно реализуется нацпроект «Экология» по региональным программам «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение лесов» и комплексная система обращения с ТКО. По последнему, Минэкологии Республики работает с Минприроды России в части рекультивации мусорного полигона близ столицы региона. Ну, бюджет как бы стабильный и бюджет своеобразного развития. Мы в курсе, что бюджет был принят в целом социальный. Конечно, это очень важно, потому что у нас в республике есть такое понятие, как накопленный экологический ущерб. Это как бы наследие еще прошлых лет. И, соответственно, уже сейчас на это стали обращать внимание. И нацпроект экологии как раз многие такие вопросы расставляет. В частности, тот же полигон, надо было учесть много мерзлотных факторов, которые только у нас на территории Якутии и вот таких регионах надо учитывать. И, в принципе, мы постепенно это идет. Конечно, общественность хотела, чтобы все быстрее делалось, но есть закон, есть правила, требования, и они довольно сложные и жесткие в плане экологических требований. Очередной случай нападения собак на прохожих зафиксировали накануне в Якутске. Как и в начале недели, инцидент произошел в районе Арктического государственного агротехнологического университета. На месте работала бригада по отлову безнадзорных животных. Как рассказывали жильцы близлежащего дома по улице Красильникова, собаки нашли убежище под их домом и постоянно терроризируют жителей. Работники пункта передержки отлавливают животных гуманным способом – с помощью веревки или же усыпляют с помощью дротика. Здесь постоянно ошивается свора из 10-20 собак и представляет угрозу как для детей, так и для пожилых. Это очень опасно. Вы же видели, что произошло возле Агату. Возле конюшни вообще невозможно пройти. Собаки специально там людей поджидают и кусают. Вот с нашего дома, говорят, укусило 2 человек. Очень сложная ситуация. Надеюсь, сейчас их отлавливают. Очень опасная для жизни человека, особенно для детей.
Повар без желудка провел кулинарный мастер-класс для онкопациентов в Якутске. В 2018 году у Никиты Полуда обнаружили рак. Вариант был один – удалить желудок и пройти 6 курсов химиотерапии. Находясь на больничной койке, сразу после операции он начал искать информацию о питании для людей с таким видом онкологии. Но, ничего не найдя, принял решение зарегистрировать портал «Онкодиета». Сайт позиционирует себя как базу знаний. Там публикуются рецепты, статьи врачей-онкологов и диетологов, ответы на вопросы и советы онкопациентам. На мастер-классе Полуда готовил простые диетические блюда, рассказывал о своем рационе и отвечал на вопросы. На самом деле мастер-классы у меня не сколько кулинарные, а сколько показать людям, что можно готовить из простых продуктов интересную и вкусную еду. Но вот в данный момент у меня будет пароварка, то есть готовлю на пару, потому что пароварки практически у всех есть, но никто на них не готовит. Для того, чтобы людям было интересно, готовить из разных продуктов. Вот, например, сегодня я первый раз буду готовить на кумысе омлет. Мне самому интересно, что получится. Так что вот также и творог я купил. Ни разу этого производителя не видел. Я не знаю, какого качества творог. То есть, качество, понятно, что супер, но мне кажется, суховат. И будем выкручиваться прямо вот на месте из этой ситуации. Как получится сырники, я не знаю. Вот сейчас будем экспериментировать, крутить и думать, что добавить. То есть будет тоже два вида сырников. Одни будут с куркумой, будут одни традиционные. К этой минуте пока все новости. Я с вами прощаюсь. Отличного дня. Большое спасибо, Иван, друзья. Ну а мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И мы предлагаем вам вместе с нами создавать это утро и создавать этот эфир. По номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, делитесь своими планами на выходные. Рассказывайте, как прошла ваша рабочая неделя. Либо поздравляйте своих родных, близких, коллег с профессиональными праздниками, либо со значимыми датами в их жизни. Ну и это очень приятно поздравить и принять поздравления в прямом эфире. Действительно. И одно из таких поздравлений хотелось бы прямо сейчас и зачитать. С днем рождения, Ирина Борисовна Никулина. Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств, эмоций, силы, смелости. Но главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было то, что тебе нужно. Вот такое вот поздравление от супруга Ирине Борисовне. Мы поздравляем всех юбиляров, именинников, а также тех, кто просто отмечает именины своего дня. Ну и хорошо. Ну и к десятилетию второго выпуска Пекинского международного колледжа искусств поколения Next состоится юбилейное шоу «Мы. Время. Вместе». По многочисленным просьбам зрителей и в честь декады, приуроченной к творческому юбилею Андрея Борисова, бриллиантовый цирк 5 декабря повторит представление артиста цирка, акробата, жонглера. И сегодня у нас как раз-таки в гостях работники этого цирка. Замечательные артисты Уюсхан Потапов и гимнастка Анна Максимова. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, мы вот много слышали о новом представлении, в основном от зрителей. Можно вот, наверное, из первых уст узнать, что нас ждет на арене цирка 5 декабря? С обратной стороны, людей, которые вот принимают прямое участие в этом. Да, в этом году у нас юбилейный год. Мы уже 10-й сезон работаем в цирке. Мы закончили в 2011 году Пекинский международный колледж искусств. И 5 декабря мы покажем все наше мастерство, набранный нами опыт за 10 лет, и покажем все, что мы умеем. Мы постарались сделать программу насыщенной, новые костюмы, номера. Будут элементы и танца, конечно, акробатики, воздушной гимнастики, даже ушу. Также мы 10 лет, вот эти все, которые работаем в цирке, развивались, ездили по гастролям. Были гастроли по России, по Средней Азии. И в Европе тоже были. Были в Литве, в Венгрии и в Испании.
Ваши поездки, кроме как гастрольного тура, они выглядели, может быть, имели характер ознакомительный? Делились ли вы опытом с коллегами, друг с другом? Да, обычно, когда приезжаем, в программе не только мы участвуем, есть еще артисты, с ними мы знакомимся, конечно, делимся опытом, вместе тренируемся, ну и просто проводим отличное время. Ну вот Свободно. колледж международный поколения Next, он очень как бы популярен и известен. У нас в республике знают его очень хорошо. А как его воспринимают за пределами России, в той же самой Венгрии? На Знают самом ли деле они? наш колледж очень знаменитый, и туда приезжают не только с России, со всех стран мира, тоже набирают детишек, и он очень популярный на международной площадке. После Венгрии, кстати, еще дополню то, что мы приехали после гастролей в Венгрии, сами своих детишек отправили в этот же колледж. А можете вот поподробнее немножко, да, о обучении в этом колледже? Насколько это сложно, обучение в Китае? Я вот слышал, что там достаточно такие жесткие правила. Прям дисциплина дисциплиной. Ну, на самом деле, да, было сложновато, но в плане моральном мы все поехали в очень юном возрасте, от 6 до 12 лет, то есть совсем детишки. Ну, быстро вливаешься в работу уже. Ну, это же был стресс. Кроме того, что вы далеко от родителей, так вы еще за пределами родной республики были. А тут еще и нужно обучаться, оттачивать мастерство. Да, там были слишком сильные, да, тренировки с 6 утра до 8:30 вечера. Ну, с перерывами, конечно, и тренировались. Ну, хорошо, что все хорошо кончается. Да, кончается. И мы сейчас работаем в цирке, и хорошо, что мы обучились, да, в Китае. Ну, на самом деле, уже 3 поколения окончил наш колледж. Мы этим очень гордимся. И рады, что республика поддерживает наш цирк. У нас есть стационарный цирк, такого, например, в большинстве российских городах нету. Да, согласен. И это тот случай, наверное, когда, можно сказать, тяжело в учении, легко в бою. Да. Ну, а сейчас, наверное, вернемся к самому шоу. Как долго вы его готовили, и будут ли там новые номера, или это будет сбор всех самых лучших номеров? На самом деле мы вообще хотели сделать его еще весной, но в связи с коронавирусной ситуацией мы перенесли на осень. Все было уже, готовили новые номера, хореографию, постановки, костюмы. Но около 1,5 месяца мы интенсивно готовились. Новые номера у нас, кстати, есть Надежда Илларионова, воздушная гимнастка, отличница культуры, работает воздушное полотно. Также я работаю на русской палке. Что это такое? Русская палка – это нижние два человека держат палку, а я на ней прыгаю. И все это на высоте... Да. Элементы акробатики делаю. Они, кстати, призеры фестиваля. В Испании, город Жирона. Эту постановку, кстати, нам поставил известный жонглер, известный режиссер Дмитрий Чернов, который проводил первый онлайн-фестиваль циркового искусства. Мы там тоже в топ-30 номеров международного формата вошли. Очень сильный номер, на самом деле. Здорово, но я думаю, что юбилейный концерт... Это вот, мне кажется, вы сейчас можете просто всех пригласить. Вы уже рассказали просто один элемент одного из номеров, и уже сразу такая интрига, и захотелось присутствовать там и видеть там. Так что вы можете пригласить наших гостей и жителей столицы. Дорогие друзья, жителей столицы, приглашаем вас на наше юбилейное шоу. Мы время вместе. И вас, конечно же, тоже. Спасибо большое. Ну и мы знаем, что у вас есть для нас номера. Это трюки. Да. Это лассо. Сейчас покажу жонглирование со шляпами. Хорошо. Здорово. Покажем пару элементов. Пожалуйста, наша импровизированная арена специально для вас. Но я напоминаю, друзья, что 5 декабря состоится юбилейное шоу «Мы. Время вместе».
Вот, я не могу на это просто так смотреть. А вот человек без опыта, мы просто ведущие еще рубрики «Испытано на себе». Мы с Русланом с удовольствием что-нибудь еще испытаем. Хотите попробовать? Да, причем очень сильно. Держите за эту ручку. Только за ручку? Нет. И вот таким образом. Нужно держать лассо за веревочку с этой стороны. Потом раскручиваете. Кого? И, кистью? Да. Влево. И отпускаете вот эту веревочку. Должны держаться только за держатель. Если что. Раз, два и... Боже мой. Неплохо, не получилось. Как лошадка сделала. По-моему, немножко для меня другие номера в цирке приготовлены. Так, ну ладно, теперь не так страшно Руслан, у Исхана попросить. теперь Да, твоя очередь устроить шоу. Так, давай, наверное, с одной начнем. Ну, это базовый трюк. Так, базовый. Оп. То есть бросаешь Ой, ну это справа база, шляпу. Руслан, ну ты справишься. Так, подожди. Берешь правой, который на голове, и левой берешь на голову, надеваешь шляпу. Вот так вот. Оп. Я даже не успеваю. Смотрите. И оп. Ну или можно еще, есть базовые вот. Вот это да. Вот это да. Так, давайте-ка. Давай, Понятно, да? пробуй. Так, я, значит, это кидаю, это перед... Да. Оп. О! Впервые на манеже выступает ведущий телеканала «Якутия-24» и НВК «Саха» Руслан Ачиров с цирковым номером. Подбрасывание. Так можно и в себя поверить, друзья. Круто, круто, спасибо. Большое вам спасибо, друзья. Ну и мы напоминаем, 5 декабря бриллиантовый цирк республики приглашает всех на замечательное шоу. Так что не пропустите. Ну, ребят, мы поздравляем, да, с знаменательной Спасибо. датой Спасибо. и желаем, чтобы концерт прошел на самом высшем уровне. Спасибо. Спасибо. Ну и на этой минуте мы с вами будем прощаться. Друзья, что мы можем сказать об этой неделе? Неделя была у нас насыщенная, неделя у нас была очень интересная. Именно на этой неделе произошло главное и волшебное событие для нашей республики – зажжение первой елки во всей Якутии. Ну и, конечно же, у нас были интересные гости, которые делились советами, рассказывали интересные истории. Ну и такие замечательные номера мы увидели в этот наш пятничный эфир. Ну и, конечно, дорогие друзья, мы желаем всем отличных выходных, чтобы вы его провели с пользой. Ну и, конечно же, хотелось бы завершить пятничный эфир небольшим видео, посмотреть, как зажигаются праздничные новогодние елки. До встречи в понедельник. Всем пока!